Йоу, всем привет, друзья, это Welcome to Jamrock, меня зовут Егор Канавин, и сегодня у нас просто шикарный день, потому что сегодня у нас в гостях наш отличный друг, дансхолл диджей из Санкт-Петербурга, настоящий знаток ямайской культуры и, не побоюсь этого слова, ветеран дансхолла Макс Volume Selector. Здорово, братан. Здорово, братан. Ребят, всем привет. Расскажи, как же вообще ты к этому пришел, как ты научился так прокачивать и как попал в мир ямайской культуры? На самом деле я представляю дансхольную музыку в России с 2003 года. Началось все для меня лично с того, что еще в раннем детстве отец привил мне любовь к прослушиванию музыки на виниле, и больше всего мне понравилась электронная музыка. В 90-е годы, когда я был в школе, я начал увлекаться рейв-культурой. На меня произвело огромное впечатление, что это электронная музыка, но она современная, танцевальная, и диджеи играли ее на виниле. И в те годы, в 90-е, мне казалось, что диджеи это просто какие-то боги, это были мои герои, и уже в те годы у меня зародилась тайная мечта когда-то попасть в этот мир, в мир диджеинга и самому стать вот этим человеком. К концу 90-х я, увлекаясь электронной музыкой, открыл для себя такое направление, как рага-джангл. Never know you can watch it, big in a jungle. We tell everybody, watch it, no man. Me at the not original man. Рага-джангл зацепил меня тем, что там сочеталась электронная танцевальная музыка с ямайским вокалом, с ямайским пением, ямайскими читками. Тогда я еще не знал, что они ямайские, но мне это очень понравилось, и я хотел узнать об этом больше. Когда мы говорим о ямайской музыке, да, в первую очередь на ум приходит, конечно же, Боб Марли. И когда я решил копнуть глубже и познакомиться с ямайской музыкой, я начал слушать Боба Марли. И это был 2000 год. Я был тогда на первом курсе института и стоял на распутье. Я не знал, чем дальше заниматься по жизни. Я понимал, что мне не очень интересно мое образование, куда я пошел по инерции просто. И я чувствовал, что в моей жизни нет смысла, но я понимал, что только мы сами наполняем нашу жизнь смыслом. Тогда, в 2000 году, я впервые включил Боба Марли, и это проняло меня до глубины души, просто до мурашек, до слез. Даже сейчас, когда я вспоминаю этот момент, я чувствую мурашки по всему телу. Мне казалось, что он говорит лично со мной. Мне казалось, как будто он смотрит мне в душу, видит меня насквозь и говорит лично со мной, и говорит такие слова, которые вдохновляют меня, воодушевляют и поднимают мой дух вверх. Моя жизнь не очень важна. Важны чужие жизни. Моя жизнь важна только если я могу помочь другим. Если моя жизнь только ради меня самого и моей безопасности, то зачем она мне? Моя жизнь для людей, сколько бы их ни было. И тогда я понял, что вот оно, это мое, что я давно мечтал быть диджеем, и вот я нашел музыку, которая говорит со мной, и музыка, которая говорит со мной, настолько это меня цепляет, настолько это мне заходит, что вот я хочу посвятить себя этой музыке. Но в 2000-х годах, в принципе, интернет в нашей стране еще только начал появляться. У меня даже не было еще компьютера. И чтобы посидеть в интернете, я должен был идти к другу. Интернет был жутко медленный, и были вот эти вот скрипучие модемы, такие, вот это вот все, да. Ямайская музыка не была популярна в России, поэтому здесь очень сложно было найти диски, либо кассеты с этой музыкой. Их было очень мало. И я понял, что если мне нравится эта музыка, если я хочу слушать эту музыку, я должен покупать ее на виниле. И я пришел к тому, чтобы заказывать виниловые пластинки в интернет-магазинах из Америки, из Англии, из Германии, где дансхольная и регги-культура уже были достаточно хорошо развиты. И я начал коллекционировать пластинки и просто слушать их дома, потому что эта музыка мне нравилась. Начал изучать ее историю и так далее. И я даже, честно говоря, хоть у меня была уже тайная мечта быть диджеем, но публичные выступления всегда были для меня стрессом. Я был достаточно стеснительным и закрытым человеком, и я не мог себя представить стоящим на сцене перед публикой. И я думал, что эта мечта никогда не сбудется, и я просто буду коллекционировать пластинки и слушать их сам дома. В 2002 году, точнее, это был Новый год с 2002 на 2003, друзья сказали: слушай, у тебя прикольная подборка пластинок. У нас будет домашняя новогодняя пати, у нас будут вертушки, у нас будут все дела, у нас будет еще несколько парней, которые будут играть. Не хотел бы ты покрутить свои пластинки? Я такой: ну не, ребята, вы что, я же ничего не умею, все такое. Они такие: да не парься, у тебя прикольная музыка, давай ты просто будешь ставить там свои пластинки, и всем будет хорошо. И я попробовал это сделать, и людям стало заходить, при том, что я не умел сводить, я не очень хорошо чувствовал тогда ритм, и я просто начал ставить трек за треком, просто людям нравились мои песни. Ну и кроме того, увлекаясь регги-музыкой, я начал ходить на тусовки с регги-музыкой, познакомился с регги-музыкантами, познакомился с селекторами. Да, в России действительно были селекторы еще до меня, они просто занимались больше регги-музыкой, и они тоже сказали: у тебя прикольные подборочки, а давай ты будешь приходить в начале наших вечеринок, а тогда уже проводились регги-вечеринки, где
ребята играли музыку с пластинок. Это обычно происходило после концертов. Происходило Мы сейчас говорим про замечательный город Санкт-Петербург. Да, это было в Питере. Да, это было в Питере. И более того, это было в легендарном питерском клубе Грибоедов. Это один из как бы таких вот, ну, один из первых андеграундных ночных клубов в России, в принципе, да, Грибоедов и Туннель, это вот открылось в Питере еще давным-давно в 90-е. Вот, и я тогда тусовался в Грибоедове, и ребята там делали регги-вечеринки, мои друзья. И они сказали, типа, приходи, давай тоже будешь в начале вечеринок ставить пластиночки свои. Вот. Я начал это делать, там, ну, примерно 2 раза в месяц. И раз за разом, у меня не было дома вертушек, у меня не было тогда денег, чтобы их купить, все свои деньги я вкладывал в то, чтобы коллекционировать пластинки, я учился в институте, подрабатывал, помогал семье, но как бы денег особо не было. Вот, и, соответственно, я просто использовал возможность приходить в клуб и играть в начале вечеринки для того, чтобы учиться. И, соответственно, постепенно мне втягивался в это. И изучая регги-музыку, я понял, что в ней существует такое направление, как дансхолл. Я подумал о том, что это идеальная музыка для вечеринки, потому что она достаточно танцевальная, энергичная. И я подумал, окей, но этой музыки не было тогда в России. Были люди, которые играли регги, но никто не играл дансхолл. И я тогда подумал, да, если никто это не делает, а я хочу, чтобы были вечеринки с той музыкой, которая мне нравится, и я хочу играть ту музыку, которая мне по душе, я сказал, окей, я начну играть дансхолл. И я, соответственно, где-то вот как раз-таки год с 2003-го я практически полностью переключился с регги-музыки на дансхолл, и дансхолл стал моим основным увлечением. Ну, то есть, по сути, ты дансхолл и регги-диджей уже 17 лет. Да, получается так. Друзья, это респект, 100% респект. Дело в том, что я изначально, когда познакомился с дансхоллом, я сразу же понял, что в этой культуре есть еще и своя культура танца, и мне это нравилось. И я раньше танцевал, не как танцор, я, конечно, там не оттачивал движения в студии целыми днями и так далее, но мне нравилось танцевать, и мне нравилось, что дансхолл связан с танцами, и я всегда понимал, что танцоры очень важные люди в дансхолле, и поэтому из тех, кто еще тогда начал играть, я первый, кто начал сотрудничать с танцорами. Я, можно сказать, пожалуй, первый, кто начал играть на танцевальных батлах в России и вошел вот в танцорское комьюнити, и сейчас продолжаю быть в нем, благодаря чему я сижу сейчас здесь и разговариваю с вами. Спасибо большое, Макс, за такой подробный ответ на первый вопрос. И ты, собственно, сам перешел к следующему вопросу. Это дансхолл именно комьюнити, которое намешано и из музыкантов, и из танцоров, и из просто любителей этой культуры. Как оно изменилось за эти годы? То есть я понимаю, что сначала это было такое небольшое разрозненное сообщество таких энтузиастов. Да, ты прав. Были разрозненные энтузиасты. Моя задача была сделать вечеринку и привлечь людей именно на дансхолл, то есть вечеринка, где больше половины музыки будет уже дансхоллом, а не регги. Это было принципиальное отличие, вот этот шифт, в отличие от тех вечеринок, на которых я начинал играть, да, когда меня приглашали как начинающего диджея. Я хотел сделать свои вечеринки, где я уже сделал упор не на регги, а на дансхолл. И мне нужно было собрать этих разрозненных людей, и это, в принципе, то, чем я занимался. Мне очень сильно помогали мои друзья, ребята, которые были рядом, они подтягивали своих друзей, мы находили людей заинтересованных, старались их собрать вместе. И первые дансхольные вечеринки мы начали организовывать где-то году в 4-м, в 5-м, я и компания моих друзей. Ты знаешь, когда мы начали, это было человек 10. Примерно за год мы пришли к тому, что у нас собиралось уже человек 100-150 за ночь проходило через нашу вечериночку. Вот. А к 2007-му мы пришли к тому, что были вечеринки даже человек на 300. Скажи, вот ты говоришь, мне нужно было собрать людей, собрать энтузиастов. А почему тебе нужно было? Ты знаешь, мой взгляд на диджеинг такой, что это как миссия. То есть, на мой взгляд, быть диджеем и играть дома для самого себя, извините за грубое сравнение, но это что-то похожее на анонизм.
Вот, в принципе, задача диджея — делиться музыкой с людьми. Я хотел делиться музыкой с людьми, да, я хотел, знаешь, меня разрывало от дансхолла, и я хотел сказать: люди, смотрите, это так круто, приходите, будет весело, будет здорово, я вас не обломаю, вы друг друга не обломаете, если вы все познакомитесь, потому что я знаю тебя, вы крутые ребята, давайте приходите, я вас всех познакомлю, мы в общем комьюнити будем тусоваться, будет здорово, то есть мне хотелось вот этого. Вот, соответственно, что мы начали делать? 2000-е очень интересный период, потому что в 2003 году Шон Пол, Elephant Man, Mr. Vegas и Бенни Ман начали активно сотрудничать с американскими лейблами, получили очень крутой промоушен, и их треки начали звучать на радио даже, их треки начали попадать в попсовые чарты, и их треки начали звучать на всех R&B вечеринках. My next guest comes to us from Jamaica. He's here with a song from his new album, Dutty Rock. Please give a nice welcome to Sean Paul. И знакомясь и общаясь с рэперами, R&B-шниками, мы показали им дансхолл, они увидели, что да, вот это то, что нам нравится, и это дансхолл, и мы хотим этого больше. И вот те, кто сказал, мы хотим этого больше, это тоже стала часть нашей публики. То есть мы собирали публику вот отовсюду. Танцоров тогда не было в России людей, которые занимались бы профессионально дансхольными танцами, но что было? Это была эпоха middle school. Ребят, я очень хорошо на своей собственной шкуре прочувствовал, что такое middle school и как это работает. Почему? Потому что ранний middle school начала 2000-х, первой половины 2000-х, это как раз-таки простые движения, типа лагон, онлайн, signal deplane и так далее. Да, вот эти многие вещи, которые придумал тот же самый Джон Хайп, например. И когда мы видели какой-то новый ямайский танец, мы очень радовались и тут же пытались его прямо новый дома. ямайский танец. Да, и такие сначала мы не могли поймать их аттитюд, их манеру, и такие, блин, ну как же у них так получается, они делают простое движение, ну почему, оно смотрится так круто, вот почему? И мы начали разбирать их одежду. Мой друг, он очень интересовался одеждой и модой, и он открыл мне глаза на то, что смотри, вот это движение будет смотреться круче, например, если у тебя будут яркие белые чистые кроссовки. Например, Акцент посмотри, фишка, да, акцент, допустим, на обуви, например. Смотри, да, то есть, допустим, а вот это движение будет круто смотреться, если у тебя широкие джинсы, а вот эти движения будут круто смотреться, если узкие. То есть мы разобрали, да, вот это вот, во-первых, и старались одеваться прикольно. А во-вторых, мы как бы, конечно же, когда видели новые ямайские танцы, мы прямо дома перед зеркалом с друзьями пытались их оттачивать. Потом мы приходили на вечериночку, и прямо когда мы начинаем играть в разгар пати, либо я с друзьями, либо я стою за пульт, и несколько человек из моих друзей выходят на танцпол и начинают вместе делать какое-нибудь движение. Ну, например, тот же самый лагон. И вот эти все люди из разных сфер, из разных тусовок, которые мы собрали на вечеринку, они смотрят, им нравится вайб, им нравится музыка, но они не знают, как под это танцевать, это что-то новое. И потом они видят, что несколько человек на танцполе делают какое-то движение, они такие, а что это, ребят? И мы начали их просвещать, то есть рассказывать, ребята, это новый ямайский танец. Делается он очень просто, давайте делать его вместе с нами. Вот. И вот фишка вот этого middle school в том, что он помогал нам объединять людей, и люди, даже не будучи танцорами, могли танцевать под эту музыку, получать удовольствие. И энергия, когда много людей двигаются вместе, в унисон, это совершенно сумасшедшая энергия. И я понял, что это будет прям вот моя любовь на всю жизнь. И, честно говоря, вот я абсолютно не жалею, что эти 17 лет я люблю дансхолл, потому что я с полной уверенностью могу сказать, что все лучшее, что было и что есть в моей жизни, пришло ко мне благодаря этому. Лучшие люди, лучший круг общения, люди, которых я люблю, тусовки. Вот вчера мы провели отличную жаркую тусу здесь, это потрясающе все, я это обожаю, честно говоря. Ты говоришь, что вам приходилось вот собирать людей, определенные люди приходили тогда на ямайские тусовки, когда еще был рага-джангл, регги, только-только появлялся дансхолл. Это были, вот как мы уже говорили, такие какие-то энтузиасты из разных комьюнити, из разных сфер. Кто сейчас приходит на эти тусовки? К концу 2000-х я как-то потерял свою публику и потерял, по сути, людей, как-то разошлись наши дороги с людьми, с которыми мы работали и все это создавали. И я был в поисках новой публики.
потому что я хотел продолжать играть дансхолл, но мне надо как-то для кого-то это делать, в смысле не просто в пустоту. И я был в поисках новых людей, с которыми работать. И с 2010 примерно года развитие танцевальной, именно составляющей танцевальной стороны этой культуры пошло очень активно, очень бурно у нас. И вы видите, да, что темпы все набираются и набираются, все растет и ширится, это очень круто. И я тогда, общаясь с танцорами, начал играть для них. Меня начали приглашать играть на первые танцевальные батлы, соответственно, какие-то автопати танцорские и так далее. То есть я начал погружаться вот в эту сторону движухи. И я даже, в принципе, на несколько лет почти полностью забросил организацию вечеринок и продвижение дансхолла в клубную сферу. То, чем я занимался в 2000-е. Я начал больше работать с танцорами, с танцевальными мероприятиями и практически полностью сфокусировался на этом. И, в принципе, сейчас я в основном занимаюсь этим. Man fi have car every color, bike every color, Crocs every color, Nike every color. We say every color girl and every color money. Me say me every color girl and every color money. Passport every color, stamp every color. Смотри, у меня есть предложение. Вот мы постоянно говорим, дансхольная тусовка, дансхольная музыка, дансхольные танцы. Вот на всякий случай, если вдруг кто-нибудь остался, кто не знает, что это такое, дансхолл. В двух словах, что такое? Jamaica, Jamaica. Дансхолл — это, с одной стороны, стиль музыки. Как стиль музыки, это, можно сказать, поднаправление такого объемного жанра, как регги-музыка. К регги-музыке, в принципе, можно отнести практически любую ямайскую музыку, так часто делают, это принято. Сразу же самый важный вопрос, который вот меня так точно волновал поначалу, когда я начал увлекаться этой культурой: дансхолл или дэнсхолл? Ты знаешь, дело в том, что ямайцы вообще, если мы будем пытаться имитировать ямайское произношение, то мы вообще должны говорить дансаль. Дансаль или дансаль. Dancehall can't start forever and ever. Dancehall can't start. Потому что они не читают букву H, и плюс они как бы любят акать, подчеркивают звук А. Like in a aki. Like in a ball. I like in a lime. Вот. Я говорю дансхолл, это мое личное. Это я говорю так еще вот с 2003-го или когда там. Слушай, это шикарная надпись на футболке. Дансхолл — это мое личное. Так, надо запомнить эту идею. Я говорю дансхолл, потому что я соединил Ямайку, говоря данс, а не дэнс. Но при этом я взял русский язык, потому что говорить дансаль по-русски постоянно неудобно, и тебя никто не будет понимать. Поэтому я слово холл произношу тупо по-русски, а в слове данс я сделал такую отсылочку к Ямайке. Ну, правильно говорить на А, потому что в патуа именно вот этот звук А используется. Я не думаю, что здесь есть правильный вариант, потому что это не является словарным словом, и нету никакого официального правильного варианта. Я думаю, что каждый может говорить так, как ему нравится, главное, чтобы вас понимали. Хорошо, отлично, разобрались, продолжим. Стиль музыки, Да, что еще? стиль музыки, конечно же, это стиль танца, и этот стиль танца сейчас в России намного более популярен, чем стиль музыки. И, в принципе, стиль танца мне очень нравится и очень радует, что это так все развивается круто. Вот. И в целом, в более широком смысле можно сказать, что дансхолл — это целая культура, которая, с одной стороны, родственна регги-культуре, но, с другой стороны, имеет какие-то свои уникальные черты. То есть эти уникальные черты, конечно же, это то, что музыка очень плотно и тесно связана с танцами. Вот. Ну и плюс там своя мода, сленг и так далее. Dancehall love me everything. Dancehall love me everything. Jungle is. Продолжаем то, про что ты говорил, про то, какие люди сейчас ходят на эти мероприятия, кто потребляет дансхолл культуру. Получается, что в основном танцоры, правильно? Сейчас в основном танцоры, и я вижу, что танцорская комьюнити все время растет, и это круто. Но при этом дансхолл очень как-то часто стал появляться в рекламе, в качестве каких-то музыкальных подложек, в фильмах все чаще используются какие-то дансхолл мелодии. То есть то, что вот раньше нам казалось чем-то таким экзотическим, вот ямайским и очень узконаправленным, сейчас начинают использовать для зарабатывания денег. MoneyGram and the new style. Fi get money quick from overseas. Enough location fi pick up your cash. Jamaican national, dip on top. 3-minute phone call them get for free. Fi tell you say them send the money at Jamaica national, man. Money, 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 money. Ну вот как ты думаешь, почему это происходит и вообще позитивно это влияет на культуру или как-то убирает из нее что-то такое оригинальное и аутентичное? Ты знаешь, я думаю, это позитивно, но есть одна тонкость. То есть, смотри, массовый потребитель, он в основном то, что потребляет массы,
Это верхушка айсберга. Редко кто копает глубже, надо по-настоящему увлекаться какой-то темой, чтобы копнуть глубже. Верхушка айсберга. Что мы имеем на верхушке айсберга? Мы имеем то, что в Америке, в Европе, в странах, которые очень активно влияют на мировую культуру, дансхолл популярен. И за счет популярности дансхолла он проникает в поп-культуру, он влияет на поп-музыку и влияет на музыку других стилей. И, соответственно, но люди в России, которые это все слышат, они слышат только верхушку айсберга, вот это то, что попало в поп, влияние дансхолла в поп-музыке. Они слышат, но они не знают, что это дансхолл, они думают, что это поп-музыка, откуда что, очень мало кто копает глубже. И, как сказать, продвинуть это настолько, чтобы людям стало интересно, продвинуть это настолько, чтобы люди захотели услышать первоисточник, чтобы люди захотели услышать настоящий оригинальный ямайский дансхолл, а не какого-нибудь поп или R&B артиста, который делает что-то похожее на дансхолл, знаешь, вот это сложность, да, и дансхолл, честно говоря, вот нельзя сказать, что дансхолл прижился как жанр клубной вечериночной музыки в России, хотя я бы этого очень хотел. Но то, что я сейчас вижу, что дансхолл очень хорошо прижился как стиль танца, но не так просто привить его здесь, в России, как стиль музыки для отдыха обычного среднего молодого человека. А вот ты сказал, что главное, чтобы люди стремились узнать первоисточник, оригинальный ямайский дансхолл, а не то, что поют поп-исполнители, R&B исполнители. А в чем разница? Вот как ты, как профи или как обычный слушатель, может разницу эту почувствовать, что вот это original style, а это просто как бы копия, потому что она приносит деньги, такая яркая, красивая обертка. Ты знаешь, на самом деле разница есть не всегда. Смотри, я сейчас отвечу. Сначала хочу ответить на первую часть твоей мысли, то есть в чем я вижу позитив этой ситуации. Позитив этой ситуации я вижу в том, что когда кто-то добивается успеха с саундом, похожим на дансхолл, это приводит к тому, что люди это слушают, и, возможно, часть этих людей заинтересуется, и, возможно, часть этих людей узнает, что это дансхолл, как ты рассказал про себя, и, возможно, придет в эту культуру, и таким образом все равно культура прирастает. Когда я начал увлекаться дансхоллом, я столкнулся с тем, что какие-то вот видные дансхольные деятели используют такое выражение, как dancehall fraternity. Dancehall fraternity — это как бы как мировое дансхольное сообщество. Мы все как взаимосвязаны, это как, не знаю, как нейросеть, в том плане, что, вот, например, Шон Пол выпускает хит, для него это круто, он хайпанул, собрал денежку, все такое. Но это круто и для меня как диджея, ведь я пытаюсь продвигать дансхолл в России, но мне надо делать это красиво, для этого мне нужно, чтобы у меня были красивые треки. То есть я считаю, что Шон Пол записал красивый, хороший трек, в том числе и для меня, потому что когда я поставлю его на вечеринке, люди скажут, то, что он играет, это круто. Люди скажут, если это дансхолл, то дансхолл это круто. И, соответственно, это круто и для танцоров, у которых появится новый, крутой, мощный трек и классный вайб, вдохновение, развиваться, что-то придумывать, создавать степы, да, круг замкнулся. Ты прав, вот так вот это все взаимосвязано, и дело в том, что мы все взаимосвязаны, и успех каждого из нас, локальный даже успех каждого из нас, влияет на всю культуру. Это успех культуры. А нет тут риска, что люди начнут искаженно воспринимать культуру и не полезут дальше вот этого поп-исполнителя или R&B исполнителя, который просто элементы дансхолла себе берет, и будут воспринимать вот это так. По крайней мере, есть примеры среди моих знакомых, кто считает, что вот это вот дансхолл. И в качестве примера приводят то, что показывают там где-то по Муз-ТВ и так далее. Понимаешь, в любом случае большинство людей меломаны и слушают разные стили по верхам в зависимости от настроения, да, то есть людей, которые конкретно и плотно увлекаются какой-то определенной субкультурой, в любом случае меньше, это логично. Вот, и плюс, смотри, например, вот возвращаясь к тому, как мы начинали, да, то же самое начало 2000-х, что нам помогало привлекать людей на вечеринки? То, что, например, нас приглашают на R&B вечеринку и говорят, сегодня у нас будет R&B вечеринка со специальными гостями, которые представят ямайский дансхолл на пару часиков, и мы врубаем хиты Шона Пола и так далее, людям нравится. И да, 80% этих людей
Они останутся на том же уровне, не будут копать дальше, не будут интересоваться. Но именно вот эти 20% энтузиастов нам нужны. Примерно, да, примерно 20% это те, кто придут потом на твою вечеринку, которая будет целиком посвящена дансхоллу, которые скажут: окей, мы хотим этого больше, нам это интересно. И вот ради этого мы и работаем, в принципе. А в любом случае, любая культура начинается с первого импульса, да, который связан с энтузиастами, которые горят этим делом, а может быть даже не думают о деньгах, а просто думают о самовыражении и о том, чтобы делиться чем-то с людьми. Вот. Ну а дальше в долгосрочной перспективе, конечно же, нужен такой двигатель, как коммерция, который помогает нам держаться на плаву и продолжать этим заниматься. И поскольку основная наша аудитория это, конечно же, танцоры, я приведу пример из танцев. Это, конечно же, Богл. Это легенда, это икона, это человек, которого называют родоначальником дансхольных танцев. Right here is where dance start. This is the dancehall dimension. Bogle move. When me say bogle, la the whole a jungle move. Man a bogle move, woman a bogle move. Picnic bogle remix the bogle move. Bogle move, bogle move. И идея какая? В чем важная роль Богла? Конечно же, с ним связано то, что дансхолл превратился в такой как бы стиль танца, основанный на степах, танцевальных движениях, мувах. Вот. Но еще одна важная роль Богла заключается в том, что Богл стал первым танцором-звездой на Ямайке, звездой уровня артиста. До этого звездами были артисты, все знали артистов, исполнителей, но танцоры были где-то на заднем плане. Они всегда были на ямайских вечеринках, начиная с зарождения ска-музыки и так далее, но они были немножко как бы на вторых ролях, и они не были звездами, и они не зарабатывали этим особо. Вот. А Богл показал, что танцор может быть звездой. Что у танцев есть перспектива, что танцы могут помочь ребятам из гетто вылезти из нищеты, что танцы могут помочь им зарабатывать и так далее. Богл — это человек, который первым из ямайских танцоров еще в начале 90-х начал попадать на телевидение национальное, начал попадать на иностранное телевидение. Богл — это был танцор, которого приглашали в зарубежные страны, типа в Америку, например. Не с мастер-классами, тогда он не давал мастер-классы. Приглашали просто ради того, чтобы он был на вечеринке, чтобы он танцевал на вечеринке, чтобы он показал на вечеринке, как надо танцевать, чтобы он привнес свой вайб. И вы знаете, один из известных ямайских танцоров, не буду называть имя, но человек, чьему мнению я достаточно доверяю, рассказывал мне такую историю, что в 90-х, когда Богла приглашали танцевать на вечеринки за границу, он мог получить порядка $2000 за одну ночь, просто за то, что ты приходишь на вечеринку тусоваться. И этот ценник, сами подумайте, да, этот ценник намного больше даже того, что сейчас танцоры получают за часовые мастер-классы, да, путешествуя по миру. То есть это был грандиозный хайп. И Богл начал вот эту волну, когда молодежь начала хотеть быть не только артистами, не только читать и петь песни или селекторами, а захотела быть танцорами. То есть Богл открыл вот эту дорогу для всех нас. И да, можно сказать, что с тех времен началась коммерция в дансхольных танцах, но в этом нет ничего плохого. В общем, если я правильно тебя понял, вот все, наверное, должно быть в меру. То есть вот эта идея, огонь внутри, он не должен гаснуть, и желание заработать денег не должно затмевать это. Но при этом должно присутствовать, чтобы мотивировать человека, подстегивать к развитию, правильно? Все верно. Я также с тобой согласен, и я говорю, что коммерция – это важная и необходимая составляющая, но нельзя продавать душу. И ты не должен ставить деньги выше каких-то своих принципов, выше своего творчества, своего самовыражения, своего внутреннего огня и так далее. Некоторые люди превращаются в фейков, становятся слишком коммерческими, и это как раз и есть то, что называется продать душу, в принципе. Скажи, вот в чем, по-твоему, самое главное отличие музыки дансхолл? Вот в чем ее фишка? Расскажи тем, кто не знает, что такое ридимы, чуны, и как может человек понять, что вот
именно этот стиль музыки, именно эта песня, это оригинальный ямайский саунд? Ну, на самом деле, главное отличие – это ямайский вайб. И вот объяснить, что это, достаточно сложно. Это надо чувствовать. Если что, я чувствую сейчас от него этот вайб, так что это все вот чистая правда. Это отдельная большая тема, но если сейчас ответить на нее коротко, то это прежде всего ямайский вайб. Это первый момент. Второй момент, в чем заключается ямайский вайб? А ямайский вайб заключается в людях, которые делают эту музыку, в людях, которые создают эти танцы, в людях, которые поют эти песни, да, то есть и для дансхольной музыки ямайский вайб прежде всего приходит через артиста, через вокал. И в дансхолле на всем протяжении истории на него влияли разные стили музыки, и в дансхолле использовались очень разные ритмы, очень разные звучания, и можно сказать, что вот этот дансхольный трек похож на хаус-музыку, вот этот дансхольный трек похож на хип-хоп, вот этот дансхольный трек похож на афро и так далее. Но фишка в том, что если есть ямайский вокал, который привносит туда ямайский вайб, да, это важно. И ямайские треки, они очень насыщены вокалом. То есть ямайские треки, они прям вот такие, там припев, куплет, есть определенная структура, определенное построение, очень характерное, да, то есть вот этот момент надо учесть. Еще одной отличительной особенностью является эта тема с ридимами, да, действительно. Расскажу вкратце об этом, то есть как это возникло, в принципе. Возникло это из коммерческих соображений, да, то есть вы же понимаете, наверное, все, что Ямайка достаточно небогатая страна, и в шоу-бизнесе там тоже как бы раньше, по крайней мере, в шоу-бизнесе там тоже не крутились какие-то там сумасшедшие деньги, вот, и как получалось, да, то есть из коммерческих, опять-таки, соображений продюсеры додумались сделать так, что мне не надо писать отдельный инструментал под каждую песню каждого артиста и еще платить за это музыкантам, если я могу взять, написать один инструментал. И вот у меня очередь из голодных начинающих артистов, которые хотят записаться. И я просто дам им всем один инструментал, каждый запишет на него свою песню, глядишь, какая-то из них и стрельнет. Хитрые ямайские продюсеры, а? Да, то есть, в принципе, это изначально это было связано с коммерческой как раз-таки стороной культуры, экономика. Это экономика. Но сейчас это уже стало традицией, сейчас это уже стало просто характерным, ярким элементом культуры. Потому что сейчас делать ридимы не так сложно. Ты можешь просто делать их ты можешь делать их на телефоне. Ну, то есть, ридим, это, ну, по сути дела, минус, инструментальная дорожка. Да, ридим — это ямайское произношение английского слова ритм, то есть это, собственно, и значит ритм. То есть это то, что... Но чаще всего его используют как название для инструменталов, как в хип-хопе инструменталы называют битами, также в дансхолле инструменталы называют ридимами. И слово ридим также часто употребляется в значении того, что много песен записано на один инструментал, этому инструменталу дается какое-нибудь название, например, Диволи. И сборник песен на один инструментал, на этот ридим, называется Диволи ридимом, да, то есть можно сказать, вот на Диволи ридим есть такие-то артисты, или можно сказать, вот там ридим альбом Диволи состоит там из песен таких-то артистов. И я так понимаю, вот ты говоришь насыщенный вокал. Именно этим насыщенным вокалом и отличаются все треки друг от друга. Если целый альбом 10 треков записаны на один ридим, ну то я пытаюсь понять, вот, ну какой мне смысл слушать 10 раз одну и ту же вот эту инструментальную дорожку? Вот как пытаются музыканты, певцы заставить аудиторию? Интересный вопрос. Хитрые ямайские продюсеры, а? Когда на Ямайке произошел шифт от регги к дансхоллу, люди, приверженцы регги-культуры, многие даже на Ямайке, говорили, вы что, типа, альбом одного ридима, типа 15 песен на один ридим, а что дальше, альбом одной ноты? Были такие люди даже на Ямайке, которые считали дансхолл деградацией регги-музыкой и вырождением. И вот эта тема с использованием одного ридима для разных песен считалась деградацией и вырождением какое-то время, не все это принимали. Вот, так что... А как поменялась ситуация, почему? Слушай, ну такой непростой вопрос, ну с ростом популярности артистов, с появлением успешных звезд, которые работают в дансхолле и так далее, постепенно, конечно же, там аудитория дансхолла росла и все такое. Вот, просто
В чем фишка, да? Dancehall — это competition. Competition не только для вас, для танцоров, это не только соревнования между вами на батлах или у кого будет более популярное видео в Инстаграме. Dancehall — это competition во всех сферах. Это competition между селекторами, это competition между артистами и так далее. И один ридим, по сути, это что-то похожее на баттл артистов. Вот представь, дают тебе один ридим, и кто вот лучше разнесет этот ридим, тот как бы и выстрелит. И твоя задача сделать свою песню максимально интересной, придумать запоминающийся припев, сделать кочевые куплеты, то есть и так далее. Ты знаешь, что будет еще 10 человек на этот же ридим, но ты хочешь выделиться, и ты стараешься. И за счет этого, на самом деле, некоторые люди считали, что это деградация, а я скажу, что это рост, потому что вот этот компетишн между артистов стимулирует их делать лучше и интереснее. Отлично, я вот еще упомянул такое замечательное ямайское слово «чун». Вот можешь объяснить, что это такое? Чун — это английское слово tune, T-U-N. Это слово, в принципе, синоним слова трек или сонг, песня. То есть это, в принципе, слово для обозначения песен, просто на ямайский манер оно читается чун. А ямайцы вообще, они как бы разговорный язык свой, который называется патуа, они переносят даже в письменную речь. И раз они произносят чун, они уже начинают писать чун, то есть пишут C-H-U-N-E там, например, да, то есть они могут как слышат, как говорят, так и пишут. Но по сути это получается такой видоизмененный, несколько исковерканный, можно сказать, английский. Вот, собственно, про ямайский язык ты прям предупредил мой вопрос. Вот этот вот интересный, супер необычный, очень мало понятный ямайский язык патуа. Вот какую роль этот язык играет вообще в целом в культуре? Прикинь, даже ямайцы сами обыгрывают эту тему, то есть они сами понимают, что людям в мире непонятен их язык. И, например, одна из самых популярных вокальных дансхольных групп, которая называется T.O.K., они в 2000-х годах выпустили альбом, который так и назвали Unknown Language, неизвестный язык. То есть для людей в мир они продали свой альбом на патуа под названием «Неизвестный язык». А язык этот на самом деле представляет из себя, по сути, разговорный язык, который... Официальный язык на Ямайке английский, безусловно, нормальный английский. В школах преподается нормальный английский. Патуа, так называемый патуа, это язык, который существует на улицах и в сельской местности, и в основном в гетто. We need a distributor, man, youth. Yeah, man, for the carry all the parts, man. We have to move the carry all the parts now, man. Cabby, crossroad, where I go? $500 feet to only, you hear that? Yeah. Movement, driver. Me call him. Вот, то есть это видоизмененный английский, просто как они говорят. Притом они пишут, как бы, соответственно, с точки зрения английского это ошибки, но они просто пишут, как говорят, и не парятся. Это просто язык, как средство самовыражения, ты играешь с языком. Как танцоры могут создавать вариации танца, танцевальных движений, также в ямайском языке создаются вариации слов. Это очень интересно, вариации выражений, сленга и так далее. То есть язык, масса креатива в языке, и нету четких правил, нету четких рамок, есть свобода самовыражения через язык. То есть вот эта странность и непонятность языка, она и то вот гармонично вписывается в общую культуру, потому что дает вот эту вот свободу самовыражения. И более того, да, я согласен с тобой, и более того, даже язык является элементом компетишена, потому что даже в языке происходит компетишн не только в музыке, не только в танцах, не только в моде, но и в языке. Смотри как, на Ямайке можно стать популярным и известным даже не за танцы, даже не за музыку, а, например, за придумывание нового сленга. Ты придумываешь какое-то словечко, которое становится популярным, и люди даже соревнуются в том, чтобы придумать популярный сленг. Это очень важно для артистов, конечно же, потому что ты используешь какие-то свои оригинальные словечки в своих песнях, и если эти словечки становятся популярными, то тебя начинают за них любить, тебя узнают за них.
люди начинают их повторять, и твоя популярность растет. Также сленг важен для танцоров, потому что сленговые слова используются для названия танцевальных движений, и это тоже важно, то есть придумай красивое название, интересное для своего движения, стебное, прикольное, запоминающееся. Если у твоего степа прикольное название, людям будет проще узнать и запомнить, как он называется. Скажи, насколько, по-твоему, знание языка необходимо танцорам? Действительно, роль лирики, роль содержания в дансхольных треках очень важна и может быть даже важнее, чем в той же самой хип-хоп культуре. Почему? Потому что, в принципе, да, как я уже сказал, дансхолл — это не инструментальная музыка, да, в дансхолле есть инструменталы, да, иногда вы танцуете под инструменталы, но прежде всего дансхолл — это вокальная музыка, прежде всего каждая песня несет какой-то посыл, каждая песня несет какое-то настроение. Hype yourself, hype yourself, hype yourself. Вот, мы общались с таким известным ямайским танцором, как Ради Рич. Он говорит, вы как танцоры, когда танцуете под трек, вы становитесь музыкой, вы как бы показываете эту музыку. Но как вы можете стать этим треком, как вы можете правильно показать этот трек, как вы можете слиться с ним, как вы можете попасть в его настроение, если вы не понимаете слов этой песни и не знаете, о чем не говорится. Надо понимать хотя бы частично, это все-таки действительно важно. И кроме того, в дансхольной культуре есть еще такой момент, что есть треки, которые создаются специально для девушек. И на ямайском это называется гяльчун, в России мы это называем female или женский трек и так далее. Вот. И фишка в том, что танцевать под них мужчине — это довольно странно, это немножко попахивает гомосятиной, честно говоря, да, то есть понятно, что есть какие-то ситуации, когда главное, что у тебя есть ритм, и ты просто танцуешь, прикалываешься, все такое, но в целом не принято, да, мужчине выходить на вечеринки и танцевать под трек, когда говорят все время shake, 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 wine, 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 wine. То есть, если трек содержит инструкции о том, как девушке, конкретно девушке, под него танцевать и соблазнять мужчин на дискотеке, показывать свою сексуальность и красоту, и женственность и так далее, трек создан для этого, значит, под него надо делать вот это, потому что он создан для этого, и это логично. И еще один момент. Есть, например, бадманские треки, и вот ты не можешь, ты хочешь, как танцор, проиллюстрировать трек, попасть в его настроение, но если ты выйдешь под бадманский трек и будешь изображать веселую вечериночку, это будет довольно странно, да, потому что трек жесткий, грубый, лирика в ямайских треках очень откровенная, и если это бадманский трек, там зачастую рассказывают о том, как у человека вылетает костный мозг и красит стену. И, в общем, такие темы, да, то есть вы слышите злой трек, вы должны понимать, что это злой трек, и тогда вы даете под него злое настроение, и вы кайфуете от того, что вы сливаетесь с треком, и люди кайфуют от того, что видят вас. Они смотрят ваш танец и видят как будто клип к этому треку. Это интересно, это круто для зрителей, это круто для вас, это логично с точки зрения культуры, и это логично с точки зрения судей, которые будут судить вас на батлах, если вы участвуете в батлах. Вопрос, который, нельзя, естественно, не задать. Old, middle и new school. Давай попробуем вот так тоже вкратце рассказать, что это такое для культуры в целом, для музыки, и, соответственно, и для танца тоже. Так, ну что ж, на самом деле, этот вопрос, вот на прошлой своей лекции я отвечал на этот вопрос 3 часа, потому что этому была посвящена вся моя лекция, и даже при этом я сказал не все. Дело в том, что это очень большая, обширная тема, да, на которую я даю лекции, на которую я пишу статьи, и которую я сам до сих пор продолжаю изучать, и не буду утверждать, что знаю все. Вот, сейчас попробую ответить просто кратко. Если мы говорим с точки зрения музыки, то период 90-х годов, в принципе, да, то, что характерно называют олдскулом, это то время, когда дансхольная музыка была наиболее аутентичной, наиболее оригинальной ямайской, да, то есть как бы это то время, когда заложилась база дансхолла и в музыкальном плане, и в танцевальном плане, и так далее, то есть и музыка, и танцы тогда были вот как бы такие прям вот наиболее ямайские, наиболее трушно-дансхольные, наиболее вот такое что-то, то, что придумано непосредственно вот на Ямайке. В начале 2000-х ямайская музыка подверглась достаточно сильному влиянию популярного американского R&B, и в ней стала более выражена некая такая
попсовые элементы звучания, и в ней стала более выражена коммерческая составляющая, о которой мы сегодня уже говорили. С точки зрения танца, это отдельная большая тема, переход олдскула в middle school, история конфликта между Боглом и Джоном Хайпом и так далее. Ребят, подробно мы сейчас на этом останавливаться не будем. С точки зрения музыки, опять-таки продолжу. Во второй половине 2000-х ямайская музыка подверглась сильному влиянию рейв-музыки. Вот, то есть хаус-музыки, транс-музыки, быстрой, достаточно электронной музыки. Ну и, соответственно, в 2010-х, в последнее время, дансхолл подвергся вот в плане музыки сильному влиянию таких жанров, как афробитс. Трэп очень сильно повлиял. И все ньюскульные, вот новые, последние, свежие дансхольные ритмы довольно сильно стилизованы под трэп и используют трэповые звучки и инструменты. Ну и кратко скажу про танцы, то есть вообще, в принципе, скажу такую тему, что вот этот вопрос про old school, middle school, new school, это тема не характерна для дансхольной музыки. То есть в музыкальной среде, в среде тех, кто пишет о музыке, кто создает музыку и так далее, не принято делить музыку так. Вообще, в принципе, дансхольную музыку принято делить так, что типа дансхолл 90-х, ну да, в музыке его тоже иногда называют олдскулом, потом дансхолл 2000-х, но слово middle school никогда не слышал, чтобы кто-то говорил в музыкальной сфере именно. Вот. И, соответственно, дансхолл 2010-х, ну, это что-то новое, свежее было. Вот до недавнего времени, сейчас у нас уже наступили 2020-е, но до недавнего времени это было что-то новое. В принципе, его в музыке тоже иногда называли нью-скулом, это нормально. Сейчас скажу о танцах. Значит, был old school, это период 90-х, он в основном связан с популярностью Богла и с тем, как танцевал Богл. Были 2000-е, так называемый middle school. Они отчасти тоже связаны с Боглом, который погиб в 2005 году, но в первой половине 2000-х он еще был достаточно активен и популярен. Также они связаны с таким человеком, как Джон Хайп, который внес очень сильные изменения в дансхольные танцы. И в среднем middle school это достаточно такие простые движения, о чем я рассказывал, которые помогали нам раскачивать народ на вечеринках. И точно так же они работали на ямайских вечеринках, то есть это простые движения, которые толпа народа может танцевать вместе, не изучая его предварительно долго. И New School, что касается New School, во-первых, в New School движения усложнились, движения стали делаться на много счетов, да, то есть движение может делаться на 8 счетов, движение может делаться там на 16 счетов или даже на 10 и так далее, да, там от 4. Вот, то есть если middle school это все практически на раз-два, как и в олдскуле тоже, да, то New School усложнил танцы, танцы стали более хореографичными. Вообще, в принципе, в дансхолле появилась хореография, потому что ни в 2000-х, ни в 90-х не было такого понятия, как дансхольная хореография. Это появилось в 2010-х. Это связано с тем, что дансхолл начали преподавать в танцевальных студиях, и чтобы вам всем было интересно им заниматься, к дансхоллу добавили хореографическую составляющую, которая пришла извне, пришла из других культур, типа там хип-хопа того же, там джаз-фанка, модерна и так далее. Слушай, ну ты так говоришь, чтобы вам было интересно им заниматься, то есть это какой-то искусственный элемент? Это еще один элемент популяризации. То есть, например, хочешь популяризовать дансхольный трек? Добавь к нему R&B, потому что R&B популярно, трек станет популярным. Хочешь популяризовать дансхольный танец? Добавь к нему элемент хореографии, и все, и танцы становятся популярными. Это сработало очень сильно на популяризацию танцев. И на самом деле я рад этому, потому что я только за, чтобы дансхолл становился популярнее. И я бы не хотел, чтобы продолжались какие-то конфликты между разными школами дансхолла, и чтобы люди противопоставляли их, спорили из-за них и ссорились и так далее. Я бы хотел, чтобы мы все научились любить его. Да.
Да, One Love. Я бы хотел, чтобы мы все учились любить, уважать и принимать друг друга. И принимать и уважать то, что у дансхолла сейчас есть очень много граней, очень много разных составляющих. Какие-то из них появились раньше и являются аутентично дансхольными. Какие-то из них появились позже и являются привнесенными извне. Но сейчас они уже стали частью этой культуры. И даже какие-то вещи, которые были созданы в Европе или в Америке, или даже в России, или на Украине, сейчас перенимаются ямайцами, в том числе молодыми. То есть кто-то из ямайцев, например, продолжает двигать ту же линию, которую двигал Богл, например, да, а кто-то из ямайцев, вот молодежь, допустим, перенимает что-то и от нас, в том числе. И это все делает культуру более живой, более разнообразной, чтобы каждый мог найти в ней что-то, и за счет этого общая аудитория людей, которые интересуются дансхоллом в мире в целом, может расти, и я думаю, что это позитивно. Я научился принимать все стороны дансхольной культуры, да, батлы, также, да, привнесенные в 2010-х батлы, характерная черта эпохи New School. Раньше этого не было. То есть в 2000-х, в 90-х танцоры на ямайских вечеринках могли клэшиться, ну, как бы выпендриваться друг перед другом, кто круче танцует, кто круче придумал степчик и так далее. Вот. Но не было правил, не было призов, это не было батлом, как сейчас. А люди взяли правила и образец хип-хоп батлов в 2010-х и переложили их на дансхолл. Вот что случилось, да? И дансхольные правила, дансхольные батлы получили правила, получили сетки, получили призы, получили какую-то четкость, оформленность. Считаем все вместе на английском. Это one, это two, это three. Это придумали не на Ямайке, и я честно признаюсь, что я не могу сказать точно, где это впервые возникло. Дальше это стало распространяться по Европе и Америке за счет деятельности, например, таких мастодонтов русского дансхолла, как Big Up Production, например, вот, которые начали делать танцевальные кемпы, фестивали с батлами, собирать людей со всей России, с Украины, отовсюду, да, привозить туда презентеров из Европы, из Америки, с Ямайки. И вот начал происходить обмен, люди начали смотреть, что происходит, и дальше распространять это по миру. То есть я думаю, что очень сильно вероятно, что батловая культура, появление батловой составляющей в дансхолле культуре связано с нами здесь. Давай тогда поговорим, ну, может быть, не только о New School, но о том, что именно сейчас слушают на Ямайке. В принципе, тренды в мире, да, они общие. То есть, на самом деле, на мировую культуру, конечно же, очень сильно влияет культура Соединенных Штатов Америки. Это происходит очень давно, то есть доминирование Америки как сверхдержавы и в экономическом, и в культурном плане. Также, допустим, мировой тренд – это афробашмент. Афробашмент родом из Лондона. Лондон, вообще Англия, ну, по сути, столица Англии, да, Лондон. Это тоже еще одна мировая культурная столица. То есть это Штаты, где там, допустим, придумываются всякие новые стили в Нью-Йорке или в Л.А. И также это Англия, да, вот еще одна страна, которая очень сильно влияет на всю мировую культуру. И прежде всего это город Лондон, столица Англии. Город Лондон — это огромный плавильный котел, где смешиваются разные культуры, потому что там очень много иммигрантов из разных стран. Там очень много иммигрантов с Ямайки, там есть целый ямайский район, большой ямайской комьюнити. При этом там очень много иммигрантов из Западной Африки. И это Гана, и прежде всего Нигерия, например. Вот. И когда ямайская музыкальная форма смешивается с западноафриканской музыкальной формой, к ней добавляется популярный во всем мире, в том числе и в Англии, трэпчик, и получается такой жанр, который в конце 2010-х годов получил название афробашмент или афросвинг. И эта музыка сейчас также абсолютно популярна во всем мире, она популярна и на Ямайке также, и, соответственно, тоже влияет на дансхолл. Вот. Ну и еще один популярный стиль в 2010-х, это был афробитс. Причем популярность афробитс тоже началась с Англии, и за счет Англии распространилась по всему миру. Даже вот Бейонсе, когда вышел фильм «Король Лев», Бейонсе стрельнула хитом «Already».
Соответственно, этот хит, он стилизован под афробитс, под западноафриканскую музыку, которая стала популярна в мире благодаря тому, что сначала она стала популярна в Англии, и потом как культурное влияние распространилось. Так вот, афробитс тоже очень сильно повлиял на дансхолл, и в принципе сам по себе афробитс, афробашмен, трэпчик, он нравится многим дансхольщикам, и они слушают музыку этих жанров, при этом они слушают дансхолл, который сейчас похож на эти жанры. Супер, давай перейдем к таким персоналиям, можно сказать, дансхолля. Vybz Kartel, World Bass, освобождение которого ждут все его фанаты уже очень Free World Bass! Free World Bass! Free World Bass! В чем феномен Вайбса Картеля, почему он король дансхолла и может ли кто-то, по-твоему, из молодых современных артистов у него эту корону отобрать? Ты знаешь, но насчет Вайбс Картеля такая интересная история была. В 2016 году он выпустил... Ты сейчас должен рассказать, как вы встретились, там общались. Я бы с удовольствием рассказал об этом, но, к сожалению, я пока не настолько крут. Так вот, с ним была такая интересная история, что в 2016 году он выпустил альбом King of the Dancehall. King of the Dancehall, можно сказать, на ямайский манер. Так вот, когда он выпустил этот альбом, в принципе, именно с этого случилась такая вещь, что его стали называть королем дансхолла. До этого его особо так не называли, потому что, в принципе, он был популярен, но есть и другие популярные артисты. Тот же Мавада, его давний конкурент, например. Вот. И тот же Айдони, ну понятно, много, да, там Busy Signal, Conscience, ля-ля. Так вот, окей. В 2016-м он выпускает альбом, прямо в названии альбома объявляет себя королем дансхолла, и в принципе с этого пошло, что так называют, потому что альбом действительно был мега популярен. И с 2016-го Картель начал бомбить такими хитами, что он прям вот забивал, прямо вот смотришь любой дансхольный чарт, и там, блин, по 3 песни, из 10 там будет 3 песни Картеля, там будет 4 песни Картеля или 5 песен Картеля, и все слушают Картеля, и он мочит песни. Действительно, года с 2016-го полноправно можно назвать его королем дансхолла. Но не надо говорить о том, что он король всегда, то есть была история длинная до него. Так вот, в 2016-м он выпускает этот альбом, и тут ямайское правительство говорит: опа, нифига себе, а у нас чувак сидит в тюрьме и выпускает альбом, который становится супер популярным во всем мире, как так? И в 2016 году его перевели в тюрьму с более строгим режимом, где запрещено пользоваться вообще любыми гаджетами, включая телефоны, а не то чтобы даже звукозаписывающее оборудование. Дело в том, что в принципе запись в ямайской тюрьме возможна. Например, в 2000-е была история, связанная с ямайским регги-певцом, которого зовут Джек Йор, который сидел в тюрьме. В тюрьме у него была оборудована студия, и он прямо там записывался, и есть даже видео, как он это делал, и это была часть его программы реабилитации. Про Картеля такого неизвестно. Неизвестно, была ли студия в его тюрьме и так далее. На самом деле про Картеля вообще все окутано туманом, и нету никакой достоверной информации, как ему это удается. И самое удивительное, что в 2016 году, после выхода вот этого громкого альбома, условия его содержания были еще более ужесточены, и он был переведен в новую зону с еще более жестким режимом. Но стал, короче, стрелять прям еще более мощными хитами. Вот, и как это происходит, на самом деле, никому не известно. Но не надо забывать о том, что Ямайка, ну, это, грубо говоря, страна третьего мира, и в таких странах развита коррупция, и, соответственно, имея деньги, имея связи, ты, в принципе, в любой ситуации можешь найти выход. По сути, как и в России. Я думаю, нам, русским, это должно быть очень даже понятно. Это все происходит неофициально, поэтому нет никакой четкой информации, но это возможно, как мы видим. И дело даже не только в его наработанном уже багаже и в его связях и так далее, и репутации. Дело не только в этом. Дело в каком-то его сумасшедшем таланте. Этот человек просто может выпускать много-много треков, выпускать там по нескольку треков каждый месяц, и при этом каждый трек звучит очень круто, и большинство из них становятся реально крутыми хитами. То есть человек невероятно талантливый, человек, который невероятно четко чувствует дансхольную конъюнктуру, чувствует, что именно нужно здесь и сейчас в дансхолле, чувствует, как попасть в то, что нужно людям. И я, когда играю на батлах, например, или когда играю на вечеринках, я очень часто чувствую, что я могу ставить одного Картеля, и этого будет достаточно. Я могу ставить только песни Картеля, всю вечеринку или весь батл, и на самом деле все будут довольны, и это сработает. Вот.
Вот, я, конечно, стараюсь разнообразить свой стайл, я люблю разнообразие, но, честно говоря, картель вот работает вот настолько круто. И я сейчас не вижу реально людей, которые могли бы занять этот трон сейчас. Конечно же, появляются новые артисты, появляются очень крутые артисты. Например, 2019 стал годом такого человека, как Skilly Bang, который выпустил главный хит 2019 года «Brick Pan Brick». Возникают новые крутые звезды, такие как Айвата и Intense, тот же самый, да, звезды, которые зажглись в 2019-м, тусовка Jet Life. Также появилась очень крутая тусовка Six, которые стрельнули там буквально в году в 17-м, примерно сейчас говорю, может 16-й, это Squash. Он же Six Boss, то есть лидер этой тусовки, там Chronic Law. В этой же тусовке был Джавелани до определенного момента, сейчас Джавелани, насколько я понимаю, в ней не состоит. Но начинал он тоже в ней. Сейчас у Джавелани своя тусовка, которая называется Wild Side Government. То есть и в тусовке Six также там есть более такие мелкие звездочки типа Daddy One, Bobby Six и так далее. То есть постоянно кто-то новенький из Six'ов сейчас вылезает. Это некая мощная как сказать, флейва. То есть, как Газа, как Гули, сейчас это Six. Такое музыкальное комьюнити, можно сказать. Да, очень мощное, но ни один из них не является настолько стопроцентным хитмейкером, настолько продуктивным. Нет таких сильных личностей, как Vibes. Да, вот я не вижу, они все хороши, я их всех люблю, уважаю, я играю их треки, но Vibes лидер, Vibes сейчас король, и вот это 100%, и я думаю, что вот прям вот в ближайшее время это, вряд ли как-то изменится. Я верю в него, я за World Boss. Ну что ж, отлично, пожелаем ему всего самого доброго. Дай бог здоровья Вайбсу Картелю из России с любовью. Ну, безусловно, Vibes Cartel очень крут, это 100% факт, но, как ты сам уже говорил, появляются сейчас молодые звездочки, в том числе, наверное, самая яркая молодая звезда регги-дансхолл сцены в мире сейчас, это прекрасная, очаровательная Коффи, которая только что поразила просто всех тем, что забрала в таком юном возрасте вот этот приз на музыкальной премии Грэмми, престижнейший за лучший регги-альбом. Blessings, everyone. Вот что ты скажешь о Коффи? Вот чем она интересна, чем она крута? Прежде всего, конечно же, мои поздравления Коффи. Она просто потрясающая, действительно. И это девушка с уникальной историей, которая может стать очень хорошим мотивирующим примером для нас всех. Ребят, посмотрите на ее пример. То есть началось с того, что она записала просто акустическую песню под гитару, которая была трибьютом Усейну Болту. In Beijing, when you got that one, said the stadium stand up when you run. И она запостила это в социальных сетях, Усейн Болт это репостнул, это получило огромный резонанс, девушка получила внимание, и девушка воспользовалась этим вниманием очень грамотно. Да, действительно, сначала она начала с регги-музыки, и в качестве своих основных вдохновений и ориентиров она называет таких людей, как Chronix и Protege, это звезды нового рутс-регги ямайского. И именно Chronix и Protege это люди, прежде всего даже Chronix, это люди, которые вывели ее на сцену. Помогли ей стартануть от девочки, которая засветилась с вирусной песней в интернете, до девочки, которая выступает на огромных фестивалях перед многотысячной толпой на Ямайке. Соответственно, и дальше она продолжила свой путь, это было очень круто, очень интересно. Сейчас действительно, да, у нее появились крутые дансхольные треки, которые здорово стрельнули и все такое. То есть, да, это здорово, Коффи, большая молодчина. Что касается сравнения Коффи и Боба Марли, на самом деле я считаю, что мы можем любого амбассадора ямайской культуры сравнить с Бобом Марли, но никто уже никогда не станет вторым Бобом Марли. Так же, как занимаясь дансхольными танцами, никто никогда не станет вторым Боглом. Ты уже не можешь сделать то, что уже было сделано и повлияло на все, потому что это как корни, из которых вырастает ствол, а мы ветви даже этого ствола, мы даже не ствол. Тот самый импульс, который необходим для зарождения чего-то нового. Боб Марли это был импульс. Ребята, скажите любому человеку про Ямайку. Человек может слыхом не слыхивать про дансхолл, человек может никогда не слышать про Коффи и так далее, но большинство людей прежде всего скажут: о, Ямайка, Боб Марли. Скажи регги,
все вспомнят Боб Марли прежде всего. То есть Боб Марли на самом деле настолько крупная фигура и настолько много сделал для того, чтобы в принципе в мире начали говорить о Ямайке и слушать ямайскую музыку, что это невозможно повторить, это уже сделано, мы уже там. Да? Все, нельзя вернуться назад и стать вторым Бобом Марли. Вот. Но дело в том, что при этом в меньшей степени, но куча других людей также являются очень достойными амбассадорами ямайской культуры. Во-первых, конечно же, все танцоры, замечательные презентеры, да, которых вы видите на фестах, конечно. Или, например, тот же самый Богл. Некоторые сравнивают его повлияние с Бобом Марли. Я, конечно, не соглашусь, потому что популярность Боба Марли намного шире. Но, тем не менее, да, Богл офигенный тоже амбассадор ямайской культуры, тоже много сделал и так далее. Мы можем пройтись по списку имен, Бинниман, Шон Пол и так далее. Все сделали очень много. Кофи, она тоже, вот как, знаешь, как ветвь, как продолжение этого, она очень крутая, я ее очень уважаю, я очень люблю ее музыку. Также вот то, что ты сказал про Грэмми. Да, это здорово, это большой успех лично для Кофи, это потрясающе, да, там юная девушка, которая просто порвала весь мир, потрясающе. Но настоящим прорывом я считаю тот момент, когда на Грэмми в принципе появилась категория регги, ведь Кофи она победила не в номинации там поп-альбом или там альбом всех альбомов, именно в сегменте регги, то есть соревновалась она в принципе с другими же ямайцами, да, которые тоже записали регги-альбомы, либо дансхольные, но они не стали так популярны, потому что действительно 2019 это был год Кофи с невероятной популярностью хита Toast и хита Rapture. А вот когда-то же был такой момент, и были какие-то люди задолго до Кофи, которые делали настолько крутую музыку, благодаря которой, в принципе, люди, которые проводят вот эту крутую церемонию награждения Грэмми, да, самая крутая музыкальная награда в мире, да, самая престижная, они обратили внимание на регги-музыку и поместили номинацию «Лучший регги-альбом». Но, тем не менее, было много-много людей, которые были до этого и изменили эту игру. А Кофи, она просто участница этой игры. Отлично. А вот как ты думаешь, вот с точки зрения того, что, мы знаем, ямайское общество такое достаточно патриархальное, то есть там мнение мужчины имеет больше веса там до сих пор. Как ты думаешь, она как вот девушка, то есть для, допустим, девушек в искусстве, в творчестве, в ямайской культуре, вот что она делает? Да, действительно, дансхолл культура изначально была очень маскулинной. И, например, такой вот популярный женский артист 90-х годов Леди Са, она была одной из первых в этом. И она говорила, что ты выходишь на сцену, и мужчины могли закидать тебя бутылками, потому что они все считают себя бадманами, и они не хотят слушать женщину, а публика, в большей степени состояла из мужчин, чем из женщин. И вот этот шифт с того, что женщины заняли дансхольное, достойное место в дансхолле, началось еще тогда, с Леди Со, с Патры и так далее. Вот, что произошло дальше, да, дальше на смену Леди Са пришла Сесиль, замечательная, да, красавица, еще кто-то, да, там Мака Даймонд, Спайс, потом Шинсия, сейчас это Кофи. И, конечно же, они все вдохновляют женщин быть более смелыми, креативными и так далее. Это логично, это круто, да, женщины заняли свое достойное место, и мы все это очень уважаем и любим, и это дает нам больше разнообразия, больше интересной движухи, больше интересного контента и так далее. Вот, соответственно, сейчас, в принципе, да, уже культура изменилась, и действительно роль женщин в дансхольной культуре сейчас очень-очень большая. Как раз вот по поводу изменения в культуре хотелось вот еще один момент уже в завершении нашего интервью обязательно отметить. Вот сейчас мы живем в такое время, 19-й год вот особенно это показал, когда принято всем друг перед другом извиняться. Я не касался писика зла, я не касался, он все сделал сам. Да, он не трогал меня там. И в дансхолле мы знаем, в дансхолл культуре в целом, это сейчас тоже ярко проявляется. Так вот, как ты думаешь, вот эти скандалы, извинения, вот какие-то пересуды, все, что происходит в основном в соцсетях, в том же Инстаграме, как вообще можно оценить, что этого стало так много? Я отвечу на этот вопрос так. Если честно, я за скандалами не слежу. Мне это не нравится, и я предпочитаю оставаться в стороне от этого, оставаться в стороне не только не ввязываясь в них по возможности, но и даже в принципе не следя за этим. Знаете, как говорится, see no evil,
Вот, я не хочу это видеть. Я не хочу это видеть в дансхолле. Я не хочу это видеть. Я считаю, что мы все черные, белые, ньюскульщики, олдскульщики, селекторы, танцоры, музыканты, диджеи, там, кто угодно, медиа. Я считаю, что мы все должны учиться принимать и уважать и любить друг друга. Именно учиться, потому что этому надо учиться. Это далеко не все умеют, далеко не все понимают, далеко не все пытаются развивать в себе эмпатию, далеко не все пытаются поставить себя на место другого человека, понять его и понять, что, возможно, он не несет в себе угрозу, возможно, он не несет в себе оскорбления, возможно, он просто чего-то не понимает, или, может быть, с его точки зрения это выглядит так, и в этом тоже есть своя правда. Мы должны больше общаться, мы должны внести в культуру больше позитива. Я хочу, чтобы мы все объединялись, я хочу, чтобы мы все вместе двигали эту культуру дальше, чтобы все адекватные люди, я сейчас призываю всех адекватных людей, ребята, давайте дружить. Друзья, не расстраивайте Макса, не ругайтесь, а просто любите дансхолл. Да, ребят, каждый раз, когда вы ругаетесь... Где-то грустит один Макс Уильямс. Скорее бомбит, но не выплескивает это в соцсети. Не надо вот свою бомбежку выплескивать в соцсети. Ну нафига вот вы несете негатив друг другу, да? Нафига вы это делаете? Нафига вы ввязываетесь в эти обсуждения? Любое ваше внимание, любой ваш комментарий под постом со скандалом, любой ваш лайк или дизлайк, это вы кормите своим вниманием эти скандалы. Ребята, если вы не будете кормить это своим вниманием, это постепенно стухнет. Любая вещь, которую люди не кормят вниманием, она постепенно загибается. И моя позиция в том, что я не хочу кормить это своим вниманием. И я призываю вас также, по возможности, если вы поняли сейчас, о чем... Если мои слова дошли до вас, если вы поняли, о чем я говорю. Ребят, я призываю вас не кормить своим вниманием говно. Отлично, так и будем поступать обязательно. Ну и, собственно, последний вопрос, очень логичный для любого интервью, а тем более мы сейчас заговорили о соцсетях, о новых технологиях, вот, о распространении интернета. Вопрос очень простой. В чем будущее дансхолл культуры, допустим, в ближайшие 10 лет? Ну что я могу сказать? Конечно же, будущее дансхольной культуры это я, и когда мы встретимся через 10 лет, я надеюсь, я буду сидеть здесь вот с такой огромной цепью из белого золота, и мы также будем с тобой сидеть и прикалываться. Но, окей, если серьезно, то я, честно говоря, не считаю себя ни Вангой, ни Нострадамусом, и предсказывать будущее я не берусь. Может произойти абсолютно что угодно. Если честно, я наблюдаю за дансхоллом уже 20 лет, как мы сегодня установили, и за это время он уже много раз находил, чем меня удивить, и до сих пор продолжает меня чем-то удивлять, и до сих пор я продолжаю открывать что-то новое, причем даже в прошлом, пересматривая какие-то вещи, пересматривая свое отношение к каким-то высоты вещам. своего опыта. Моя задача какая? Учиться, продолжать смотреть в прошлое, для того, чтобы извлекать из него уроки, но при этом также наблюдать за тем, что происходит сейчас, и быть здесь и сейчас в моменте, и делать лучшее, что ты можешь сделать здесь и сейчас, и быть лучшей версией себя, какой ты можешь быть здесь и сейчас. Давайте позволим потоку жизни нас удивлять, давайте позволим себе оставаться всегда свежими, давайте позволим себе оставаться всегда юными, давайте позволим себе оставаться всегда людьми, которые готовы удивляться, которые хотят исследовать этот мир и которые хотят сказать в этом мире свое слово. Ребята, на самом деле будущее дансхолла зависит от нас, каждый из нас это будущее дансхолла. Мы будущее дансхолла, мы его создаем, мы не должны его предсказывать, мы должны его создавать. Ну что ж, я считаю, это просто прекрасный момент, чтобы завершить наше отличное интервью. Макс, спасибо тебе огромное. Лично я сегодня узнал очень много нового. Я надеюсь, вам тоже было это полезно. Оставайтесь welcome to Jamrock, подписывайтесь обязательно на Макса, слушайте его обалденное музло, ну и читайте наши классные новости. Все самое свежее и яркое о жизни на Ямайке только у нас. Welcome to Jamrock. Спасибо большое. Спасибо, Макс. Егор. Спасибо, это было очень здорово. Я хочу сказать еще одну вещь, ребят. Меня видно? Ребят, я хочу сказать одну вещь. Если вы досмотрели это интервью до конца, я вами горжусь. Пожалуйста, кто досмотрел до конца, напишите что-нибудь в комментариях об этом. И еще, если вы хотите как-то дополнить мою информацию, что-то спросить у меня, что-то уточнить, или, может быть, с чем-то поспорить, пишите все в комментариях, я обязательно все посмотрю, и я готов лично каждому ответить, я готов ответить за каждое свое слово, за каждый тезис. Если я в чем-то не прав, я это признаю, я готов все обсуждать, я готов помогать вам что-то узнать и лучше в чем-то разобраться. Не стесняйтесь, обращайтесь. Макс Волин. Ну что? Норм? Очень круто было. Спасибо тебе. Приятно, Слушай, приятно. только, конечно, под конец перемудрил.
Порежем, ну ничего. Вы, ребята, адекватные, я вас верю. Я понял, о чем Лена. Лена, потому что... нажми на паузу, да, там. Welcome to Jamrock, camp where the thugs them camp at. 2 pound a weed in a van back. It inna your handbag, your knapsack, it inna your backpack. The smell of your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas, bedtime stories, and pose like them name Chuck Norris.